Председатель Совета по спорту Ассамблеи народов Евразии Николай Бухонин рассказал на встрече о деятельности Ассамблеи народов России, пригласил нашу республику войти в состав Ассамблеи. И если правительство Абхазии поддержит эту инициативу, в Ассамблею войдут представители различных национальностей, проживающих на территории Абхазии. Это даст возможность нашей республике совместно с Ассамблеей проводить различные мероприятия, спортивные соревнования, матчевые встречи и даже фестивали танцев народов Кавказа, что, по его словам, способствует укреплению дружбы между народами постсоветского пространства. И, конечно, нам нужно вместе добиваться те цели, которые поставлены сегодня Генеральным Советом Ассамблеи народов Евразии. Я сегодня публично заявляю перед всем народом Абхазии, мужественным, смелым, разумным, что мы готовы протянуть руку дружбы и принять в Ассамблею народов Евразии ваше независимое государство. Сама Ассамблея, как рассказал Бухонин, была создана 18 лет назад указом президента России. В первые годы ее возглавлял инициатор создания Ассамблеи, большой друг Абхазии Рамазан Абдулатипов. Задача Ассамблеи – духовное просветительство, возвращение к источникам. Помимо интеграционных процессов, Ассамблея народов Евразии ставит перед собой задачи в борьбе с международным терроризмом. Председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Баграт Хутаба отметил, что членство Абхазии в Совете Ассамблеи народов Евразии может стать окном в мировое сообщество, и выразил надежду, что правительство Абхазии поддержит предложение ее председателя. Основной у нас лозунг не только в России и в Абхазии – это здоровье нации, здоровье поколения. Для нас это большое значение имеет. И мы, естественно, рады принять ваше предложение. Обязательно мы все это совместно проработаем, подготовим все необходимые документы. Более подробнее мы все еще раз согласовывать будем с руководством Республики Абхазия. И с вашей стороны приглашение, которое будет на съезде, который будет проходить в мае 2018 года, мы с удовольствием примем участие. Такую надежду выразили и другие участники встречи. Хасида Сагари, Александр Чернов, Абхазское телевидение.